В Нюрбинском районе мы, конечно, отработали очень насыщенно. Во-первых, посетили Юэдэй, где посетили памятник Варвары Андреевны Петровой, замечательного человека, большого патриота республики, Нюрбинского района. Я ее лично хорошо знал, с самой молодости, можно сказать так. И, конечно, для меня было очень радостно увидеть вот ее облик, запечатленный в мраморе. Вижу, как земляки ее восторгаются и руководствуются в жизни. Так. И, конечно, это пример с таких людей надо брать всем, и старшим, и вот на особенности молодым нашим поколениям. Радует, что сегодня в рамках обустройства федеральной дороги Вилюй активно ведется строительство мостовых переходов. И если раньше мосты все-таки были такие маленькие, мосты так, небольшие, то сегодня строится здесь у нас пока по республике самый крупный мост, насколько я знаю, на федеральных автодорогах, пролетом почти под 600 метров, с подъездными путями около 6 километров, с двумя маленькими мостами через реку Марха. И, конечно же, его окончание уже к ноябрю месяцу, так, открытие его позволит, на мой взгляд, конечно же, транспортные проблемы для жителей вот, Вилюйской группы районов, вообще Западной Якутии, конечно, уже решать более качественно. Да? И вообще эта программа будет идти дальше. По плану в следующем году будет завершено строительство моста через Тюкен, реку Тикан, и тогда у нас практически здесь от Мирного до Якутска останутся мосты в основном через реку Вилюй. Так, там есть небольшие мосты, но есть, конечно, большой мост, который должен быть построен в районе Верхневилюйска. Здесь тоже проекты соответствующие есть у управления дорогами Вилюй, так, а работа эта будет идти. Я надеюсь, что все-таки это пятилетие уже реальные работы по его строительству начнутся. Конечно же, вопросы сельского хозяйства для Нюрбинского района и вообще вот для Вилюйской группы районов очень важны, поэтому мы сегодня были и на объектах сельского хозяйства, начиная от птицефабрики, заканчивая уже встречами с сенокосчиками, с мелиораторами. И в конце дня я провел итоговое совещание по кормозаготовкам в Вилюйской группе районов с участием глав районов, руководителей предприятий, крупных хозяйств, глав наслегов Вилюйской группы районов. Ну, конечно, разговор был гораздо шире, не только о кормозаготовке, но вообще речь шла и о поддержке сельского хозяйства, о субсидировании молока, о подходах к мелиорации, которая очень нужна здесь. И уверен, что те решения, которые мы сегодня приняли, начиная от поддержки проекта по созданию специального учреждения государственного по мегжекской породе лошади, заканчивая уже вот вопросами непосредственно субсидирования по мелиорации, они в конечном итоге позволят развиваться сельскому хозяйству и не только вот Нюрбинского района, не только Вилюйской группы районов, но и в целом нашей республики. Настрой людей мне здесь понравился, особенно это было видно, когда мы забили сегодня первую сваю под долгожданное здание Нюрбинского драмтеатра. Этого события театр ждал практически с самого своего основания 53 года назад. Все это время он скитался по приспособленным зданиям. Сейчас он же работает в старом здании Амакинской экспедиции Дома культуры, конечно, который не отвечает никаким требованиям. Сейчас строительство началось на средства, которые были получены республикой от продажи пакета акций Авроса Нюрба. Строительство будет завершено до конца 2021 года. И здесь в Нюрбе, конечно, появится прекрасный театр, который, на мой взгляд, позволит развиваться культуре, подниматься культуре на более высокий уровень всей вот нашей Западной Якутии.